Вывозили российских женщин и детей в Сирию и Ирак в большинстве случаев их мужья, которые вступали в группировку «Исламское государство». Матери некоторых россиянок обращались к президенту Путину с просьбой вернуть дочерей домой. Наши дочери, поддавшись ложной идеологии, неправильно понимая религию, уехали в Ирак, а осознав свою ошибку, уже не смогли вернуться обратно и стали живым щитом для исламской группировки. По данным чеченской правозащитницы Хеды Саратовой, с середины 2017 года из Сирии и Ирака в Россию вернули больше 200 женщин и детей. Это жители Москвы, Пензенской области, Башкирии, Чечни и Дагестана. Некоторых вывести не успели. Суд в Ираке приговорил их к пожизненным срокам по статьям, связанным с терроризмом. Еще несколько десятков женщин ждут решения иракского суда. Но тех, кому удалось вернуться на родину, уже здесь привлекают по российскому законодательству. Кроме как Чеченской республики, в других регионах, даже не других, вот именно в Дагестане осуждены женщины. А вот две женщины, которые привезли по той же программе, попросились приехать жить в Чеченскую республику. А эти женщины на данный момент проживают в Чеченской республике, их дети учатся в школах, в садик ходят. В Чечне ни одна женщина, а их 10 женщин из Чечни, они не привлекались к уголовной. Мы понимаем, что люди могли обманным путем втянуты в эту войну. И то есть им дали просто второй шанс. Но давать россиянкам второй шанс не хотят в ФСБ России. Открыто об этом ведомство заявило в декабре 2017-го, через несколько месяцев после того, как в Россию из исламского государства вернули часть женщин. В 2018-м глава ФСБ снова высказался на эту тему. Не секрет, что эти женщины и даже дети используются главарями террористов в качестве вербовщиков, террористов-смертников, либо исполнителей терактов, а также связняков. Глава ФСБ открыто выступает против возвращения в Россию женщин и детей из Сирии и Ирака. И это несмотря на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что эта операция проводится по поручению российского президента. Сам Путин в декабре 2018-го похвалил Кадырова за программу возвращения, но говорил, будто речь идет только о детях. Что касается детей, это, наверное, самое главное все-таки. Но мы же этим занимаемся. У нас целая программа возврата детей на родину, в Россию, в Чечню, вообще на Кавказ, куда угодно. И этим и Рамзан Кадыров занимается. Мы это делаем и будем продолжать делать. По словам правозащитницы Хеды Саратовой, российских женщин из исламского государства перестали возвращать в Россию по неизвестным причинам еще в конце 2017 года. Примерно в это же время ФСБ раскритиковала спецпрограмму. Последний самолет из Ирака прилетел в Россию в феврале 2019-го и доставил 27 детей. Всего в Сирии и Ираке остаются еще около 2000 российских граждан.